Салим Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале, друзья. Сегодня мы посмотрим видео «Сначала уехали, а потом вернулся». История казахстанского немца. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Смотрим, друзья. Если проанализировать сальдо миграции в Казахстане за последние 3 года, то можно увидеть, что количество тех, кто переезжает жить в нашу страну, больше, чем число покидающих ее. Позитивный показатель, говорящий о многом. И среди тысяч историй, назовемых новоселов, особняком стоит пример Дениса Шеминга. Сейчас поймете, почему. Репортаж Зайры Джакуповой. Увидев невзрачную снаружи избушку, и не подумаешь, что в ней так мило и уютно. Словно конфета в простой обертке, у которой внутри вкусная начинка. Необычный для сельской местности интерьер в европейском стиле. Декоративное оформление, оригинальные детали и располагающая аура спокойствия. Я смотрел именно про этого человека, интервью, он с таким жизненно радостным, рассказывал то, как он переехал назад, радовался этому всему, и было удивительно слышать, конечно же, но видно было, что он эмоционально именно не подавлен, а наоборот расцветает, и ему это нравится, вот такая жизнь, и он чувствует себя как дома и в своей тарелке. Это самое главное, друзья. Ну давайте посмотрим, что здесь он расскажет. Очень домашний сыр, парное козье молоко, свежая выпечка, аромат кофе и разговоры по душам. Что он мне дает, Бог, да, то и делаю. Что не получается, то не делаю. Что хочу, то делаю. Что не хочу, то не делаю. И вот так я живу. Свободный в мыслях, желаниях, действиях и абсолютно счастливый. Таким чувствует себя Денис Шеминг последние 2 года. С тех пор, как вернулся в родное село Нагорное. До 9 лет он жил здесь с родителями, затем семья переехала в Германию. Уезжать не хотел, рассказывает мужчина, но последнее слово было за старшими. Яркой картиной в памяти мальчишки осталось время, проведенное на любимых сельских улочках. Всегда как-то в памяти была такая, как по улице бегал, кроликов держал, с собачками играл с дедушкой. Дедушка пастух был, на поле ехали, на лошадке. Наблюдает за сменой времен года, радуется рассветом и закатом, в морозы восхищается узорами на стекле. Летом занимается огородом, выращивает овощи, фрукты и ягоды. К этому мужчина шел больше 30 лет. Все это время вроде неплохо жил, работал в Германии, но с тоской на сердце. Несмотря на текущие трудности сельского быта, ни о чем не жалеет. Купил здесь еще один дом, чтобы обустроить его под гостиницу. По задумке, это будет мини-туристический уголок для тех, кто тоже скучает по родным местам. Раньше в Нагорном было много репрессированных немцев и поляков. Своими интересными историями Денис делится в социальных сетях. В ТикТоке за его жизнью следят подписчики со всего мира. Мне тоже в интернете пишут, там тоже по родине скучают, хотели бы сюда приехать. Жители, которые тут тоже в то время жили, и их детям показать, где они жили, как они жили, и какие корни у нас, казахских немцев. Душа утром встала, и ты так потянулся, и хотя так вышел, все накормил, все это, и там видишь, как, все звери там между собой там здороваются, это, и вот такое мне нравится. Некоторые не разделяют такой выбор. Говорят, мол, сумасшедший. Променять цивилизацию города на полузаброшенное село, где от былого устройства почти ничего не осталось. Но здесь его корни и даже развалины напоминают Денису о счастливом детстве. Залазили мы на это дерево, И да, этот сирень мои родители еще садили. И все, что дома, конечно, осталось, ничего не осталось. Одна руина. В небольшом подворье мирно живут козы, лошади, овцы, куры, голуби, поросята, кошки, собаки. При виде незнакомцев живность удивленно сторонится. Еще бы, гостей здесь толком не бывает. А у хозяина с животными особая связь. Разводит их Денис скорее для души.
Создаю новые интернациональные семьи, шутит он. Вот это потомки домашней свиньи и дикого кабана. Камая, иди сюда, на. Мужчина пробовал заниматься животноводством и в Германии, даже купил лошадь, но говорит, это Ой, все не то. красивые Когда глаза душа не на такие. месте, не получается ничего. Приехав в Нагорное, на этой кобыле он пас скот и ухаживал за ней. Впервые за 9 лет она жеребилась. В любое время, через 3 секунды, им седло накинуть, покататься. А в Германии это все намного сложнее. Говорит, звери понимают все. Главное, не ограничивать их свободу, даже если сбегут. Как овцы, недавно ушедшие в неизвестном направлении. Но Денис не расстраивается. Говорит, значит так нужно. Иногда отпустить ситуацию – лучшее решение. Мата, Майка, ком. Да, что там поживет сейчас это и все, и, ну, и уедет. Казалось, что уедет, да? А потом я смотрю, что он пока не уедет. И все. Так о приезде Дениса говорили все односельчане, но он доказал обратное. Оптимизму, жизнелюбию и решительности этого человека можно только позавидовать. При том, что само Нагорное относится к категории депрессивных сел, где положение дел вместе с уменьшением количества жителей стабильно ухудшается. Для большинства современных людей отсутствие благ цивилизации – серьезный стресс, а кто-то идет на это добровольно. Суровая сельская романтика заставляет оценить то, что в больших городах заметить сложнее. Вот и Денис, сбежав из суеты, обрел главное – счастье по-настоящему жить. Мне наоборот в кайф. Мне наоборот, получится, выживешь, можешь это, ты мужик, не мужик, как тебе это? В комфорте мы-то все привыкли жить и вообще ничего не менять. Одну работу и до пенсии, вот, это самый такой. А что это за жизнь? Про что ты будешь говорить? Про что ты будешь рассказывать? Что ты будешь вспоминать? В этом моменте я на своем месте. У меня тут, чисто если сравнить с Германией, ничего, да? А я радуюсь, я бегаю, мне нравится. И вот каждому советую, это намного важнее, чем какие-то деньги. С приездом и бурной деятельностью Дениса Шеминга старожилы в Нагорном немного взбодрились, а осталось их тут около 8 семей. У Андрея Чижаковского крестьянское хозяйство. Сеет пшеницу, привлекает к бизнесу детей. Пока покидать родные края не собирается, ведь когда-то в селе жизнь била ключом. С грустью вспоминает Андрей Вениаминович. Магазина, медпункта, аптеки теперь здесь нет. Запасаться продовольствием и всем необходимым местным приходится в райцентре. Я помню, здесь землянки, которые стояли. Там клуб был у нас. Клуб такой был, как сказать, настоящий дом культуры. Такой, его в 62-м году построили. Школа была двухэтажная, тоже там сейчас под ноль. Еще пару лет, и тут точно все зарастет травой. От дороги одно название. В основном местные ездят по полевой. Но Денис уверен, если таких единомышленников, как он, станет больше, то и в умирающих казахстанских селах может появиться надежда на жизнь. Зайра Джакупова, Сергей Шут. Программа «Аналитика». Вообще молодец, друзья. Вот честно, его слушаешь, аж прям какое-то наставление на то, что надо жить, да, надо наслаждаться тем, что у тебя есть. Но вот он выбрал то, где он себя чувствует душевно хорошо, и ему так хорошо жить. Запрещать человеку что-то пробовать, да, или куда-то стремиться, что-то пробовать для себя, открывать что-то новое, мы никогда не можем, потому что это его жизнь. А если жить по указке чьей-то, зачем мы тогда живем в этом мире, чтобы выполнять указы чьи-то? Так не работает. Мы должны всегда стремиться к тому, чтобы нам было хорошо, да, и конечно, не в какой-то ущерб другим людям в любом случае.
вообще нереально. Вот так смотришь на такие истории, друзья, и, конечно же, аж чуть-чуть, конечно, грустновато стает, что вот такие поселки, они умирают, вымирают, люди уезжают. Но понятно, что если людям нечем заниматься, там нет зарплат, нет школ, нет уровня жизни, понятно, человек будет стараться выехать куда-то, искать, где ему лучше. Но, друзья, все в наших руках, да. Например, у нас поселок, где я проживаю в Украине, он очень хорошо развивается, чтобы, наверное, еще не военные действия, то, наверное, 100% было бы еще хорошо, еще ярче, еще прекраснее. А так пока постепенно в таком моменте очень детей много, школы, магазины, там клуб, очень круто. Ну, я когда приезжаю домой и хожу по тем тропам, по которым я ходил в школу, для меня это прям такие тоже воспоминания какие-то нереально крутые. Я думаю, это каждый человек вспоминает, и ему становится тепло и хорошо на душе. Вот так, друзья. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Может, кто-то проживает в этом поселке. Обязательно жду от вас комментарии. Очень интересно узнать, какой уровень жизни, где вы работаете, чем занимаетесь или ездите в другие поселки работать. Очень интересно узнать. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья. До встречи.